Разнообразные темы каждую неделю. От тенденций в популярных фильмах до сериалов и авторском кино не для всех. Киноблог на радио «Спутник Кыргызстан». Мы говорим о том, что нужно видеть. В эфире радио «Спутник Кыргызстан», подкаст «Киноблог». Здесь мы говорим о кино и обо всем, что с ним связано. И если вдруг для кого-то это секрет, то анимация и мультфильмы — это тоже часть большого кинематографа и занимала, и занимает не менее важную роль, чем непосредственно само традиционное кино. И, в принципе, появление кино, на самом деле, предваряло именно анимация, если можно было это так назвать. Но ближе всего к движущимся картинкам, с определенной частотой. Первыми экспериментами, разумеется, были анимационные эксперименты. И в нашей стране, в Кыргызстане, сегодня можно сказать, что у анимации появляется новое вдохновение, новая жизнь, и то, как на ближайшие годы распланирована работа в этом направлении. Мы поговорим с директором ОАО «Кыргызанимация» Нур Сарыгуловой. Поговорим о том, какой потенциал у нашей анимации и чем они, в принципе, сейчас занимаются. Здравствуйте, Нур, добро пожаловать к нам в студию. Здравствуйте. Давайте я представлюсь для начала. Я Сарыгулова Нур Жолдошбековна, являюсь директором ОСО «Кыргызанимация». Хочу рассказать чуть-чуть предысторию о том вообще, как появилась эта организация. Да? То есть есть, как мы знаем, открытое акционерное общество «Кыргыз-индустрия», 100% учредителем которого является Кабинет министров Кыргызской республики. И мы являемся вообще сама индустрия является мостом между государством и частным бизнесом. В том числе и нами. Это Кыргызанимация, которая является студией анимации и маркетинга. Угу. У нас в основном такие задачи. Это первое, это, конечно, мы берем некую такую социальную ответственность за будущее поколение, то есть воспитание, да, посредством мультипликационных, анимационных фильмов. Также какая-то часть того, что мы будем продвигать именно анимационную индустрию. То есть само это открытое акционерное общество «Кыргыз-индустрия», оно нацелено на создание таких предприятий, как мы. Мы все являемся дочерними организациями этого открытого акционерного общества. И оно нацелено, чтобы создать в будущем какой-то индустриальный парк и плюс еще развивать те индустрии, которые нуждаются на сегодняшний день, самые актуальные. Угу. На сегодня анимация в нашей стране это, конечно, очень неприятно, но ее практически нету. Есть несколько авторов, мультипликаторов, которые творят независимо и периодически выпускают свои работы. Есть государственное телевидение, которое заказывает какие-то анимационные работы. И, наверное, самым популярным кыргызским анимационным продуктом за последние лет 10-15, а то и 20 это «Актан и Аклай», серия мультфильмов познавательных, чтобы выучить язык, познакомиться с окружающим миром и какие-то традиционные ценности транслировать. А кроме всего этого, если, опять же, не считать нескольких энтузиастов на том же Ютубе, практически таких громких анимационных проектов у нас давно не случалось. И вы призваны заполнить эту нишу, решить эту проблему и сделать так, чтобы мультфильмы в Кыргызстане тоже появлялись, снимались и транслировали какую-то идею. Да, верно, вы правильно подметили, что на сегодняшний день, к сожалению, нету, так скажем, действительно таких хороших мультфильмов, по международным, стандартам. То есть здесь очень много с тех пор, как была задумка вообще открыть ОСО «Кыргызанимацию», мы делали мониторинг, мы искали аниматоров, мы искали студии, мы какие-то вели переговоры, о том, что вообще как в будущем вообще, что думает народ, что думают молодые люди, которые этим занимаются. И мы пришли к тому, что у нас в основном это те студии, они больше занимаются не мультипликационными фильмами, а именно занимаются, допустим, обучением, потому что кадров мало. То есть они сталкиваются с теми проблемами,
которые они в одиночку не могут решить. То есть они могут частично решить какие-то моменты там в коммерческих проектах и так далее. Вот. Но многие студии действительно очень стараются. У нас в Кыргызстане вообще креативная индустрия, я думаю, это действительно будущее, потому что у нас очень много талантливой молодежи. И вот мы призваны действительно заполнить эту нишу, помочь открыть какие-то молодые таланты, какие-то новые, не знаю, веяния. То есть как-то вообще у нас вот в первую очередь, конечно, нехватка кадров. Во-вторых, это вот техническая часть. То есть, вы знаете, есть двухмерная 2D, 3D-анимация, там 2,5, то есть какие-то интеграции, какие-то коллаборации. Но они все действительно плохо изучены, потому что у нас нет университетов, где бы это преподавали бы. В основном самая такая проблема, что разрозненность. То есть все аниматоры работают на разных программах. То есть нету единого какого-то вот положения, нету единого механизма, чтобы все работали и потом как-то могли собраться, скучковаться и создать какой-то шедевр. То есть все, я бы так сказала, выживают, да? То есть обучаются, там, допустим, находят сами вообще, как становятся аниматорами. Тот человек, который умеет рисовать, то есть он уже, его не удовлетворяет, что он просто рисует, ему хочется, чтобы они ожили, эти герои, его персонажи. И он начинает искать там какие-то такие программы, типа Procreate, то есть это все, что, такие легкие программы, которые там могут двигаться. Потом дальше уже он видит, что так как сейчас идет такая, хорошая пропаганда, вообще анимация, я вот не сказала, что это только мультфильм. Это вот практически все. То есть вот, допустим, те же «Аватар», то есть все те фильмы вот уже переходят на тот уровень, когда не надо ждать, там, допустим, зимы, да, или там не надо ждать там какие-то все, вот это все, оно вот именно в анимации. И видя это все, я думаю, что молодые люди вот в этом видят перспективу, и им хочется еще больше и больше осваивать, и они начинают очень лихорадочно искать какие-то программы, становятся самоучками. И если бы вот где-то, может, лет 10 назад, или там, может, 5-20, это было бы как-то заложено изначально, возможно, сейчас бы была бы другая ситуация. Вот именно с технической точки зрения. Вот. Потому что все как-то вот, не сбалансировано. Вот это проблема. Чуть-чуть дополню то, что вы сказали про кино и «Аватар». Действительно, по сути, все практически каждый фильм сегодня, сколько бы он ни стоил и где бы он ни был сделан, минимум 10% состоит из компьютерных спецэффектов, которые, по сути, это очень детализированный 3D-мультфильм. По большому счету, сложно представить себе миры, придуманные тем же Джеймсом Кэмероном, «Аватар», их просто не снимешь на Земле в реальных локациях. И это хорошо проработанная анимация, хорошо нарисованная специалистами. Конечно, с применением огромных инвестиций и огромных усилий. И с другой стороны, это себя очень хорошо оправдывает. Тот же, что первый, что второй «Аватар» считаются одними из самых кассовых фильмов в истории. И поэтому нормальные вложения, да, пусть и в долгосрочную, как ни крути, надо воспитать таланты, сначала найти их, воспитать, потом в нужное русло направить, и вокруг этого еще создать инфраструктуру в виде тех же компьютеров, серверов, устройств для рисования и всего-всего-всего остального. То есть перед вами стоит невероятная сложности задача. И как вы ее сейчас решаете? Вот пока вы рассказывали, я подумал о том, что, конечно, сложно всех объединить, особенно творческих людей, у всех свои заморочки, свое видение, свои капризы даже. И, это нормально. За всю историю человечества они так и существовали. Все творческие люди, великие творцы и художники. Но у нас же есть несколько студий анимации, которые занимаются продукцией, делают продукцию для Ютуба. И я знаю, там, как минимум 2 такие студии, которые делают достаточно много анимационных коротких роликов, мультфильмов, но на зарубежный рынок. И большая часть из них даже там не на кыргызском и не на русском языке. Они на английском, даже на испанском, по-моему, они делают, и пользуются хорошим спросом и успехом.
Но в чем причина того, что мы не ориентируемся на наш рынок? Сразу попытаюсь угадать ваш ответ для начала, чтобы его избежать. Ну, я знаю, что у нас очень маленький рынок, и, конечно, монетизация этого всего очень сложно, представима. А что еще? Ну, вы знаете, вообще вот на сегодняшний день вот это действительно ситуация, такая, да, как вы ее описали, потому что действительно есть студии, я даже скажу вам, больше есть студий. Это вот мы, допустим, вы два знаете, я больше знаю. Там очень много талантливых ребят, еще раз повторюсь, но так как они не находят, там, допустим, нету спроса как такового, потому что никто же не может прийти там просто мультфильм заказать, потому что это стоит очень таких хороших денег. Угу. Человек, допустим, если не обладает хорошими инвестициями, хорошими финансами, он не может снимать то, что он хочет. То есть ему приходится подстраиваться под сегодняшний рынок и рисовать то, что требуется. Допустим, значит, эти студии ценят, там, допустим, за рубежом. Значит, их как бы достойно оплачивают. Потому что, насколько я знаю, насколько все мы знаем, если хорошая анимация сделана, значит, там туда вложено достаточно большое количество денежных средств. Поэтому актуальность того, что на сегодняшний день вот не рисуем, допустим, местные, да, какие-то наши, там, ориентированные на наши сказки, там, кыргызские. Есть какие-то скетчи, есть какие-то там зарисовочки, но именно таких мультфильмов, кроме нескольких студий, нету. Но и то там такая больше как иллюстрированная анимация, не именно там мультипликация, не мультипликационное кино. Мы как бы именно призваны, значит, заполнить вот это пространство. Чуть-чуть расскажу вот о нашей деятельности. Вы сказали, что стоит огромная задача, да, перед нами о том, там, допустим, начиная вот с технической части, там, планшетами, компьютерами и заканчивая там самим контентом. На сегодняшний день вот вообще ОСО «Кыргызанимация» была создана 10 октября 2022 года. Значит, мы все знаем указ президента, значит, номер 159 от 20 мая о поддержке национальной кинематографии и, значит, о совершенствовании государственной поддержки. То есть мы в какой-то мере тоже, опираясь на этот указ, плюс устав открытого акционерного общества «Кыргызиндустрия», значит, по инициативе этого общества и была создана данная организация. Мы в первую очередь призваны, значит, вообще первоначально, значит, идея была такая, что так как открытое акционерное общество, у него очень много дочерних организаций, на сегодняшний день более 50 организаций. То есть там производство всего, если вы слышали, это производство пуговиц. То есть все те промышленные предприятия, которые простаивали, вот они сейчас получают какое-то второе вдохновение, в том числе, как и мы, как и наша анимация. Потому что именно индустрия, кыргыз-индустрия, она как бы проводит мониторинг в тех областях, в которых очень нуждаются на сегодняшний день. И как бы пришли к тому, что именно анимационная индустрия, она должна получить такую организацию, которая будет помогать молодым аниматорам развиваться, рисовать то, что они хотят, и продвигать именно кыргызскую этнокультуру. Попробуем сначала на внутренний рынок, и далее уже на международный. На сегодняшний день, значит, с октября месяца, какие проделаны работы у нас в организации. Значит, в первую очередь мы, значит, работаем сейчас над 5 проектами. Первый проект у нас уже вышел, это промо-ролик, то есть это больше как визитная карточка. Проект называется «Сую». Там через призму двух влюбленных. Вы знаете, да, любовь — это, не знаю, тема, которая всем заходит всегда. Ну да, и все сюжеты так или иначе крутятся вокруг любви. То есть любовь бывает разная, то есть любовь к родине, но мы больше попытались через призму двух влюбленных показать природу Кыргызстана. То есть это все можно посмотреть на нашем YouTube-канале.
Второй проект, это у нас в октябре ожидается 2 премьеры. Первая, это у нас идет «Лиса и муравей». У нас контент только на кыргызском языке, и он приоритет именно на этнокультуру нашу. То есть показать всю красоту Кыргызстана, начиная с узоров, заканчивая природой, заканчивая людьми, нашими традициями, быт и так далее. Вот. И «Лиса и муравей», почему именно этот проект? Потому что мы изначально, отталкиваясь, хотели показать именно больше, показать уровень анимации. Поэтому мы взяли животных в качестве, там «Лиса и муравей». Лиса, понятно, да, что это хитрый персонаж, как обычно. И муравей. Муравей — это тот, который трудяга, у которого там большая семья, да, и показать такую, поучительную историю возрастной. Я так понимаю, это такая классическая эзоповская история. Да, это на основе басни. Да. Но мы здесь делаем именно напор на анимацию. Угу. То есть не больше на сюжет. Сюжет поучительный, но нам важно, чтобы был показан тот уровень анимации, к которому мы стремимся. Далее у нас проект идет новогодний. То есть вы понимаете, что Новый год — это семейный праздник, и мы в каждую семью можем зайти таким новогодним мультфильмом. Называется «Аппарат чудес». Это «Сыйкырду аппарат», про девочку о руке, которая попадает... То есть в мире так получается, что дети перестают получать подарки, и отважная девочка о руке пытается... поехать, пойти, полететь в страну, Лапландию или допустим, в страну, где существует Дед Мороз, и спросить у него, почему дети не получают подарки, что случилось. И ее это приключение, я думаю, возьмет, займет в сердцах наших маленьких зрителей место. И когда будет ассоциация именно с кыргызскими элементами, с узорами, допустим, с каким-то этнокультурой, то я думаю, что это будет не просто мультфильм, а уже ближе что-то. То есть восприятие, визуал получится тот, который они привыкли видеть. Вот. Это примеры в октябре месяце. Далее у нас поучительные мультфильмы. Без этого тоже никак. Наша одна из задач не только развитие анимационной индустрии, это развитие еще госязыка, нашего кыргызского языка, потому что везде, всюду кричат, что действительно мы свой язык забываем, больше знаем русский язык и так далее. И одной из таких задач, миссий — это развитие кыргызского языка. И мы поучительные, там получается по 10 серий. Первый проект — это шахматы. Шахматы — это тоже такая тема, которая, не знаю, каждый родитель хотел бы, чтобы ребенок научился, потому что это помогает логике, помогает определенно мыслить, да, то есть правильно мыслить, и развивает логику мышления и так далее. Там 10 серий, то есть именно на кыргызском языке, в такой, более мы отталкивались в такой космической тематике. То есть чтобы ребенку было очень интересно. Не только просто шахматы, а именно такая подача. Второй проект — это у нас поучительный цикл проектов «Учим кыргызский язык». Это называется «Учим название животных». То есть у нас есть такой Асанов, это он написал книгу, где такой словарь выпустил. Там про название тех животных, которых забываются, те слова, которые забываются, да, издревле, да, допустим, жираф — это акара, то есть некоторые не знают, или там еще какие-то другие названия. Это первый выпуск. Второй выпуск мы сделали мама и, допустим, маленький ребеночек, маленькое животное, да, то есть чтобы у ребенка, когда он учил этих животных, было тоже, просыпались чувства к матери, чтобы любовь, да, эта материнская. То есть это тоже, я считаю, восприятие на ребенка,
такой эффект хороший, действительно. То есть гуманность, да, любовь к окружающему миру. То есть понять ребенку дать, что между что в мире животных есть тоже любовь, что они тоже друг друга оберегают, как там, допустим, мама или там папа, или там бабушка и дедушка, что у них свой мир. И в каждом проекте мы всегда пытаемся вот это чувство передать. И в том числе вот визуал плюс слуховое, то есть звука хорошие. И в общем, чтобы вот у ребенка очень были хорошие впечатления, ассоциации оставались после просмотра наших мультфильмов. Ну и это вот до конца 2023 года. Ну и плюс у нас уже дальше в 2024 году полный метр, но пока не буду озвучивать. Вот, БРСА. И дальше уже, параллельно проекты. То есть мы на данный момент работаем, значит, по социальной части. Это выпускаем те мультфильмы, которые вот затрагивают социальные темы. Второе, мы также занимаемся, без коммерческих проектов никуда. Это, я считаю, простите, что перебил, среди наших творческих людей, не только у кинематографистов, у художников, у музыкантов, я не знаю, откуда это у них взялось. Вернее, я знаю, но не буду озвучивать. Это же такая, прошу прощения за выражение, очень глупая мысль, что вот, художник должен быть голодный, зато мы за искусство, за творчество. Но искусство, оно тоже должно приносить деньги. И коммерческий... просто вы так сказали, поэтому это меня задело, что как мы без коммерческого... все ваши проекты должны быть коммерческими. Это хорошо монетизирующаяся вещь, особенно анимация сегодня. И при этом, даже если вы ее будете продавать, и если она будет нацелена именно на коммерческую составляющую, это не будет умалять ее художественных достоинств. Мы на сегодняшний день имеем огромное количество именно коммерческих проектов, которые и заработали много денег, стоили, конечно, не меньше, но при этом раз за разом мы их пересматриваем и пересматриваем. Дети их просто обожают. И мне кажется, вот именно вот этого не нужно стесняться. Если не будет денег, вы не сможете просто развиваться. Вы будете топтаться на месте, зато бить себя гордо в грудь. Это не только к вам, я, в принципе, ко всем творческим людям обращаюсь. В грудь, зато мы за искусство. Кому нужно ваше искусство, если вас не будет, если вы и ваша семья не будете благополучны за всем этим? Потому что деньги позволяют развивать ваше искусство дальше, находить новые площадки и распространять как можно большему количеству людей. Простите за такую ремарку, за то, что вас перебил, но это же логично и правильно ориентироваться и на коммерцию тоже. Вообще, я с вами 100%, 200% согласна. Я чуть-чуть, сделаю такую ремарку. В нашей организации четко мы понимаем, то есть каждый работник у нас получает по своим, допустим, навыкам хорошую зарплату. Это во-первых. Отлично. Это очень хорошо. Это самый минимум, тот, который мы ценим каждого своего работника. Плюс бонусы мы поощряем, делаем тимбилдинги, потому что вы прекрасно изначально подметили, что художники, вообще творческие люди, это люди, которые нуждаются в индивидуальном подходе. Угу. Нужно правильно, тактично себя вести, потому что каждый проект, это зависит от их фантазии. Вообще это командная работа. То есть там от каждого человека, даже кто-то черточку нарисовал, это все влияет на общий командный дух. И всегда я своих работников, всю нашу команду, я их всех называю братишки, сестренки, они все у меня, я их всегда стараюсь поддерживать, выслушивать, потому что если у человека, особенно у художника, не у простого, а именно у художника, у творческого человека, на душе не будет спокойно, если его будут доставать какие-то проблемы, в том числе и материальные, финансовые, это будет, я не знаю, минус в процессе фантазии, минус в процессе, допустим, уже некоторые есть, у них сразу отражается это в работах.
То есть какой-то где-то больше как бы такой, ну не негатив, а такое вот что-то грустное становится. То есть вот нету Меняется того тон драйва, общий, да? нету того драйва, нету вот того такого волшебного какого-то веяния, которое должно быть, исходить от мультфильма. Поэтому я всегда вот говорю, что вот вы здесь на работе, оставляем все плохое назад. Вечером хотите, я могу с вами поговорить, как, что, какие проблемы вас мучают. Всегда мы ориентируемся на наших работников. То, что касаемо коммерческих проектов, то есть, видите, почему я это сказала так, выразилась? Потому что мы больше всего, конечно, на нас вот на сегодняшний день чувствуется какая-то ответственность социальная, поэтому мы больше призваны, вот как бы миссия, да, как и любого другого человека, там, допустим, развивать, да, в той или иной области. Вот. Но коммерческие проекты, они дают нам действительно больше творить, больше шедевров, больше вдохновения. То есть это, реалии жизни. Без финансов, никуда. Любой, даже просто кофе попить. Если человек, как бы, вот этих проблем у него нету, у него есть достаточный жизненный минимум, то есть какие-то определенные финансовые средства, там зарплата, на что он рассчитывает. Я считаю, что вообще это правильно. То есть, тем более, это вот если творчество, креативная индустрия, которая зависит от фантазии, от вдохновения там, и так далее. Поэтому мы в своей организации, вообще даже все наши коммерческие организации, индустрии, Кыргыз-индустрии, в том числе Кыргыз-анимация, мы вот потихоньку уже выстраиваем того, что каждый специалист в своей сфере должен зарабатывать хорошо. И должен зарабатывать это достойно. Вот. А коммерческий проект это нам дают больше возможностей творить. Да, именно что возможности. Да, больше возможностей. Не просто там творить, средств каких-то, да, именно то есть возможности. Минимальное у нас все поставлено, то есть это то, что... А далее уже вот зависит от художников, от тех проектов и от их вот вовлеченности, от их отдачи. Вот. По поводу вот границы вот этой социальной ответственности и вот то, что вы называете коммерческими проектами, мне очень нравится. Конечно, там есть своя история, свои особенности и все остальное, но то, к чему пришла, например, сегодня японская анимация. И вот все называют аниме, и все сразу понимают, что это такое. Хотя на самом деле слово аниме и означает анимация. Мультфильм, по большому счету. Но при этом они умудрились сделать так, что они выделились в какой-то отдельный жанр. Пусть там, на наш взгляд, могут быть совершенно безумные сюжеты, даже какой-то неприемлемый контент для нас. Но, тем не менее, благодаря там условному Наруто, который обожают во всем мире, и который был очень популярен 15 лет назад, и почему-то сейчас снова стал популярным. Те же самые мультфильмы. Во всем мире знают про там демона девятихвостого лиса. Это персонаж вот восточной мифологии, японской, по-моему, даже в корейской и китайской он каким-то образом присутствует. И это же очень классная возможность рассказать о своей культуре. Пусть она будет немножко искаженная, немножко не так, но это все равно там из 100 человек 10 заинтересует тем, чтобы... А что там подробнее? Что за девятихвостый лис? И что такое? И начнет изучать эту японскую культуру. Или то, что делают, например, сначала в комиксах, потом в фильмах Marvel или DC. Это же, для Америки комикс — это новая мифология, которой у них не было изначально, коренной. Они все аккумулировали и придумали своих, условно, поп-культурных богов. Это тот же Супермен со своими отсылками, например, к тому же Иисусу Христу. Или вся плеяда древнеримских, древнегреческих и скандинавских богов в их комиксе. Да, конечно, те же 100 человек посмотрят фильмы по комиксам Marvel или мультфильмы какие-то, и, Тор, наверное, вот он вот такой. А из них какая-то часть заинтересуется скандинавской мифологией и захочет разобраться. И у нас тоже, мне кажется, нам надо совместно каким-то образом прийти к тому, чтобы, не стесняться показывать там героев эпоса «Манас», не делать из него святую корову неприкосновенную, а делать так, чтобы детям это было понятней,
чуть-чуть, может быть, искажать их характеры, додумывать. Это, да, эпос, на котором основана вся наша культура, но это все равно в современном виде. Это художественное произведение, которое может меняться, которое может отступать от каких-то канонов. И через анимацию как раз есть прекрасная возможность донести не только до детей Кыргызстана, но и до детей всего мира историю о Манасе. И здесь, я думаю, сыграет вот тот же самый принцип. 100 человек посмотрят и скажут: о, классная анимация, классный экшен и прикольный эпос. Из них какая-то часть захочет поинтересоваться, а что это за такой персонаж, почему про него сделали вот эту картину. И на этом фоне вот несколько лет 10, наверное, назад была книжная выставка, на которой мы присутствовали с моим сыном. И там, я не помню, как ее зовут, и она представила комиксы по эпосу «Манас». Mm-hmm. И это были такое очень дорогое издание, красивое, действительно. Не знаю, что там по содержанию, мы чуть полистали, вроде похоже. Но оно стоило там по тем временам 3000 сомов. Я говорю: а для кого вы сделали этот комикс? Она говорит: детям, чтобы распространять. Я говорю: вы же понимаете, что вот за 3000 сомов я своему малолетнему ребенку не куплю ваш комикс. Потому что, 3000 сомов — это такие нормальные деньги. А дети, они же неряшливые, они порвут там и не поймут, они не отнесутся с ценностью к этому всему. А вы планируете сделать там серию более дешевых альтернатив? До 200 сомов. Пусть это будет на дешевой бумаге, зато у вас будет 1000 читателей, а не с десяток людей, которые друг другу этот том будут передаривать и там отправлять друзьям за границу как сувенир. И он будет просто стоять на полке, такая красивая книжка, и никто никогда в жизни этот эпос «Манас» не откроет. Она: ой, нет, вы знаете, мы этого делать не будем. И почему я рассказал вам эту историю? То, что малые формы, маленькими шажочками. Я вот посмотрел Сюю, о котором вы говорите, обязательно посмотрите на странице YouTube Kyrgyz Animation, что он буквально 3 минуты, по-моему, минута 50 длится. Очень красивая анимация, очень вдохновляющая и показывает те возможности, которые у вас есть. И можно же вот такими формами, маленькими короткими отрывками сделать что-то вирусное. Черт с ним, пусть будет это в формате каких-то TikTok или YouTube или Instagram шортов, но это будет показывать ваши возможности и ваши способности, и таким образом у вас будет нарабатываться аудитория. И если бы, например, там не было узнаваемых образов традиционных кыргызских, и не подписано, что, например, вы автор сценария, и это Kyrgyz анимация сделала, можно было подумать, что это такой ролик, который мог бы попасться где угодно и откуда угодно. Но зато там есть идентифицирующие нас элементы. И это очень классно. Если те проекты, о которых вы говорите, будут как минимум вот такие, то точно у нас можно уже говорить о том, что кыргызская анимация возрождается или заново рождается, и какие-то традиции будут ее формироваться. Но я понимаю, что это только вот первые шаги. Вы сами сказали, что это как промо, но вам следует еще часть усилий бросить на то, чтобы рассказывать о себе, громко заявлять, а не так, что там 46 человек, которые это посмотрели, оно там и останется же. Да, я полностью согласна с вами. Вот начну сначала. Там вы начали насчет аниме, да, корейские, там японские. Хочу добавить, что это больше, наверное, как национальная идеология. Да, которую они распространили на весь мир. Да, то есть это один из видов пропаганды, политики, да, то есть в этом отношении. И я думаю, что у нас не менее много героев, которые могут возродиться в виде комиксов, могут возродиться в виде, вот вы говорите, там маленьких, вот как в Корее, корейская волна, вот это халлю, да, там все входит туда, вот и поп-индустрия, и вот это вебтуны, то есть они как-то вот это все настолько преподносят правильно. И учиться, вот, допустим, их маркетингу, учиться там их преподнесению там миру, да. То есть я считаю, что это очень даже правильно брать там за какую-то основу, но при этом придерживаться вот своего какой-то вот национальной идеологии. Насчет вот Манаса, насчет там каких-то других героев,
это все у нас в плане. На сегодняшний день мы, видите, просто это был первый промо-ролик. Дальше вот в октябре месяце мы уже, так сказать, серьезно уже стартанем БРСА, потому что правильно, это не только как бы вот если было бы с коммерческой точки зрения, да, мы бы это распространяли ради денег, чтобы больше привлечь клиентов и так далее. Но нет, тут уже больше идет именно донесение до каждого кыргызстанца, что вот у нас есть история, что вот у нас есть какие-то вот такие работы, которые показывают наши традиции, наш быт. То есть не только там, допустим, это туризм, да, когда там приезжают, видят там на коне там и так далее, а вот один из видов вот анимационной индустрии, чтобы она прям как-то заняла вот такую достаточно на международном уровне хороший какой-то как инструмент, который несет в себе вот эту национальную нашу идеологию, наши узоры, наши традиции, наш быт. То есть все, что вот нас касается, чтобы люди и увидели с другой точки зрения. И вот здесь вот волшебство анимации заключается в том, что мы можем показать это очень красиво. Не так, что там, допустим, вот как именно, как есть, как быт, как... А тут прям вот настолько, как вы говорите, там, может быть, очень красиво сделать, да, там, приукрасив, там, какие-то вот сделать, добавить какие-то элементы, там, допустим, волшебства, да, добавить ему силы, там, допустим. То есть вообще у наших детей, у наших братьев, сестренок должны быть свои герои. Да. Не те, которые из Америки, не те, которые там, допустим, из других. Да, аниме, там какие-то другие они должны смотреть в качестве там референсов. Как бы, да, мировоззрения. И, да, расширение мировоззрения, действительно. Да. Вот. Как бы знакомство с окружающим миром вообще, да, вот всего. Но должны они больше уделять внимание. Это тоже, наверное, работа больше и родителей в том числе, чтобы они прививали с малолетнего возраста какие-то определенные веяния, да, в ту степень, там, на кыргызский язык, сказки. Вообще мы даже в будущем хотели бы... Мы же не только анимация, но и иллюстрацией тоже занимаемся, потому что иллюстрация — это вот преданимация, как бы. Сториборды, комиксы и так далее. И я думаю, что нужно будет переиздать этот «Кыргыз эль жумогу», то есть те в таком свете с новой иллюстрацией, чтобы не только... Многие дети любят и читать в том числе. Не только это вот визуал, а нужно еще и читать. Потому что это тоже развивает, да, как бы. Конечно. Книги это всегда должны быть. Вот. И это тоже как бы элемент воспитания, элемент там обучения и так далее. Вот. Насчет того, что у нас в Кыргызстане там, я знаю вот одну студию, они Манаса делают. Тентек, да. Очень классные ребята, мне они тоже очень нравятся. Мне тоже, да, нравятся их работы. Это называется, больше как здоровая конкуренция. То есть это правильно. Мы вот даже в технической части не перешли сразу там 3D, вот как делает мировая, да, анимационная индустрия. Мы начинаем с малого. То есть мы с 2D. То есть потом интеграция. То есть из технической точки зрения у нас должно быть заполнено именно 2D-анимация. То есть это которая в двухмерном пространстве плоская. Но мы делаем где-то интеграцию того, что фоны делаем 3D. Или там, допустим, карандашный рисунок, который, там, допустим, дополняет объем. И вот эта здоровая конкуренция, она должна быть, она имеет место быть. И в свою очередь, вот ОСО «Кыргызанимация», она не ставит себе целью быть конкурентом. Она, наоборот, готова помогать другим студиям, совместно какие-то делать коллаборации, проекты и так далее. То есть, если мы создадим что-то одно общее, что-то классный какой-то проект, или там поможем, не знаю, некоторым аниматорам из других студий там их проекты воплотить в реальность, почему бы и нет? То есть самое главное здесь зависит от талантливых идей этих наших ребят, нашей молодежи. И они все должны вот это... Мы друг другу не конкуренты. Это мы друг другу те, которые должны помогать. Вот мы вот эту тоже идею несем. И на сегодняшний день
Я думаю, что мы двигаемся в правильном направлении. Но это будет, конечно, известно там через несколько лет, как это все. Но наша маркетинговая вообще стратегия, наша общая стратегия, которая по развитию этой индустрии, как бы одна из таких — это решение проблем. В первую очередь, вот еще раз повторюсь, именно с технической точки зрения, чтобы наши мультфильмы вышли и как бы соревновались, да, то есть по популярности, или их там, допустим, где-то за рубежом приняли как мультик, который хотели бы смотреть, нужно больше на техническую часть. А сюжеты уже потом дальше уже сюжеты. И сюжеты, видите, у всех свои поклонники, в том числе, как и вот сейчас певцы, да, можно и в Ютубе все какие-то каверы записать, и у тебя уже свои поклонники. Да, а раньше ж такого не было. Поэтому на сегодняшний день и любой продукт имеет своего потребителя, а любой такой продукт, как анимационный, он имеет своего зрителя. Он все равно находит место в сердцах зрителей, но нужно всегда улучшать, нужно всегда совершенствовать, нужно всегда стараться открывать какие-то новые идеи, новые таланты. И вот в этом отношении, вот обобщенно, мы вот это тоже является одной из наших задач — объединить аниматоров, помочь им. Вот я думаю, что если мы так будем делать, то анимационная индустрия, она должна подняться на какой-то уровень, хотя бы как бы не то, что на начальный есть он, всегда был он и есть, на какой-то достойный уровень. Вот, потому что техника, как бы технологии, техника, то есть все сейчас идет впереди, и сейчас не надо ждать, там, допустим, какие-то студии могут посмотреть в Америке, что-то новое открыли, там переняли и делают. И они там при этом не трубят, а просто работают. Поэтому я думаю, что нужно быть более открытыми обществу, быть более готовыми к любой коллаборации. И вот мы тоже призываем всех студий, если есть какие-то предложения, мы всегда готовы к сотрудничеству. Спасибо большое, Нур. Очень рад был с вами познакомиться. И хочу отметить, что редко встречаешь человека, у нас-то мы здесь часто встречаем, то, что творческие люди приходят, у которого так горят глаза, когда они говорят о своей работе, и я уверен, что у вас все получится, и все будет так, как вы планируете. Я напоминаю нашим зрителям, что мы говорили о отечественной анимации, о ее дальнейшем развитии с директором ОАО «Кыргызанимация» Нур Сарыгуловой. Мы с вами прощаемся. До следующей недели. Всего доброго.